подвела итоги дня. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Инфляция в России набирает обороты. С начала года цены выросли уже больше, чем на 1,5%. 50 новых волгобасов поступили в Якутск для обновления городского автопарка. Техника большого класса уже в ближайшее время выйдет на маршруты. Не забыли о сигнальной системе. Чтобы свести риск столкновений к нулю, городские власти решили изменить саму логику работы светофоров. Дан старт отбору на 5-й поток программы «Муравьев-Амурский». Прием заявок продлится до 16 марта этого года. Предусмотрено до 65 мест. Состоялся ли легендарный хет-трик? В Якутске стартовал региональный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч. Школьная лига». По итогам недели с 13 по 19 января инфляция в России составила почти 0,5%, а с начала года чуть более 1,5%. В пересчете на сутки цены растут в 2 раза быстрее, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Прогноз Банка России предусматривает, что по итогам 2026 года инфляция будет находиться в пределах 4-5%. Таким образом, за 19 дней рост цен превысил треть от плана на год. Сильнее всего за неделю подорожали овощи, а самое значительное снижение цен наблюдается в сегменте проживания в гостиницах категории 4-5 звезд. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам устанавливать цены на электроэнергию выше предельных уровней ФАС, если это необходимо для исправления выявленных нарушений. Инициатива призвана дисциплинировать региональные власти, которые зачастую игнорируют федеральные стандарты, устанавливая необоснованно заниженные или завышенные тарифы, что ведет к их финансовому дисбалансу. Теперь антимонопольная служба получает мощный рычаг воздействия. В случае повторного неисполнения предписаний ведомство сможет самостоятельно устанавливать жесткие экономические обоснованный предел цен. Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что необходимо постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми. По словам главы государства, все меры в демографической сфере и поддержки семей, которые реализуются в РФ, должны опираться на мнение граждан. Также президент обратил внимание, что на прямую линию поступали предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после завершения рабочего дня. Владимир Путин заявил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой. 50 новых автобусов пополнили автопарк Якутска. Техника марки «Волгобас» уже в ближайшее время выйдет на городские маршруты. Ключи от автобусов водителям вручили на Комсомольской площади. В церемонии принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. Начинаем запуск автобуса. Ключи в руках водителей, двигатели готовы к запуску. На Комсомольской площади сразу 50 новых автобусов. Это техника большого класса, которая рассчитана на высокий пассажиропоток. Хорошая синхронизация коробки и двигателя, то есть машина работает без рывков, плавность движения осуществляется, то есть удобство для пассажиров, это, во-первых, комфортная езда. Стоят дополнительные отопители, стоит котел-отопитель для общей системы подогрева двигателя и салона в том числе. Новые автобусы начнут работу именно там, где нагрузка наиболее высока, в том числе на маршрутах номер 5, 12 и 16. Ожидается, что они выйдут на городские маршруты и начнут перевозку пассажиров уже на следующей неделе. Новая техника начнет заменять автобусы, отработавшие нормативный срок, старые добрые пазики. Более 100 автобусов новых. Вот эта партия первая, это большого класса, средний класс. Ну, еще есть у нас малый класс, это ПАС. Те, которые мы должны в течение нескольких лет полностью заменить вот на такие новые красивые автобусы. Хотя, надо дать должное, пазики, они свою роль сыграли в нашем городе, в тяжелые времена всех горожан наших перевозили, исправно. Одно из ключевых нововведений – современная система оплаты проезда. В новых автобусах будет внедрена бесконтактная оплата. Пассажиры смогут расплачиваться наличными через специальные валидаторы, а также с помощью QR-кода. И сразу билет выходит. То есть билет берем и держим его до тех пор, пока не закончится ваша поездка. Новая система позволит сократить время посадки и сделает оплату проезда более удобной и прозрачной.
Эти 50 автобусов – лишь часть поэтапного обновления городского автотранспорта. Работа продолжится и дальше в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется до 2028 года приобретение еще чуть больше 100 новых автобусов. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск. Смертность на дорогах Якутии сократилась вдвое благодаря нацпроекту. По итогам прошлого года количество ДТП на региональных трассах снизилось на 40%, а число погибших и раненых упало на 50 и 60% соответственно. Добиться такого прорыва помог и нацпроект «Инфраструктура для жизни». На дорогах установили более 18 километров барьерного ограждения, сотни опор освещения и более 1000 новых знаков. Безопасность также усилили цифровым контролем. В прошлом году закупили еще 10 комплектов фото-видеофиксации. Продолжая тему дорожно-транспортных происшествий, час пик в Якутске – это всегда проверка на выдержку и для водителей, и для пешеходов. Особенно на перекрестках, которые в ГИБДД называют точками концентрации ДТП. Чтобы свести риск столкновений к нулю, городские власти решили изменить логику работы светофоров. Что из этого получится, знает Петр Васильев. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. В столице республики готовятся к масштабному эксперименту на дорогах. На 4 оживленных перекрестках ведут выделенную пешеходную фазу. Это значит, что люди смогут переходить дорогу во всех направлениях одновременно, пока весь транспорт стоит на красном. Суть нововведения проста. Транспортные и пешеходные потоки разделят полностью. Больше никаких конфликтных поворотов, когда машина и человек одновременно пытаются занять полосу. Тестирование пройдет на 4 ключевых участках: Петра Алексеева-Пояркова, Петра Алексеева Орджоникидзе, Лермонтова-Кирова и Лермонтова-Свердлова. Режим «Фаза пешеход» работает так. На 25-30 секунд все светофоры для машин во всех направлениях загораются красным. В это время пешеходы становятся полноправными хозяевами перекрестка. Этого времени достаточно, чтобы спокойно перейти дорогу даже пожилому человеку или маме с коляской. Ранее в 2024 году мы также в тестовом режиме на перекрестке Аюнского, Октябрьского, такой режим светофорного работы светофоров мы уже запускали. Он показал себя очень хорошо. По итогам, с 2024 года, получается, почти уже больше года, там не зафиксировано ни одного ДТП. Прошлогодняя инициатива, однако, пришлась по вкусу не всем участникам дорожного движения. Одни сетуют на то, что приходится дольше стоять на морозе в ожидании зеленого, другие ждут этого самого зеленого, но уже в пробках, за рулем. Прежде всего, мы преследуем цель обеспечения безопасности для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь наших горожан. Поэтому, конечно же, какие-то вот такие, так скажем, неудобства для автомобилистов, в первую очередь, конечно, они создались. Однако важно помнить, что главная задача нововведений – защитить самых уязвимых – детей и пожилых. Выделенная фаза позволяет исключить человеческий фактор и сделать переход максимально спокойным. Указанные перекрестки относятся к местам концентрации ДТП. Решение внедрения нового режима принято Межведомственной комиссией по безопасности дорожного движения. Зеленый свет эксперименту дадут ближе к весне. И температура повыше, и машин на дорогах побольше. Если эксперимент признают удачным, такая практика может стать постоянной для всего города. Петр Васильев, Артумен Наговицын, Якутск. В вероломный туризм в Якутию прибыли граждане Чешской Республики. Долезал Радомил, главничка Мартин и Юрчик Петр. По словам мужчин, они желали совершить поездку по трассе Колыма, испытать на себе знаменитые морозы Якутии. При этом в России туристы пожелали пребывать анонимно, поскольку на их родине такой отпуск не оценили бы. Оно и неудивительно. Иностранцы – сотрудники Государственного агентства Чешской Республики Чехтрейд, которое с 2022 года осуществляет поставки в Украину. Экспортирует компания товары в области строительства, энергетики, медицины и так далее. Сама же Чехия регулярно выделяет средства на вооружение Украины. При этом свое пребывание в России чехи объяснили тем, что любят нашу страну. Но вот как их пустили? Иностранцы обманули якутянку. Она и оказала им помощь в выдаче визы. При разговоре с нашей съемочной бригадой чехи признались, что не хотят светиться, и их поездку, цитата, руководство бы не оценило. К слову, туристы отметили, что проживают и работают в Казахстане, а свое отношение к Украине они комментировать отказались, сославшись, что новости не читают. Также отметим, что при виде видеокамеры оператора граждане Чехии стали прикрывать лица и отказались что-либо комментировать. Вы поддерживаете политику Чехии по поддержке Украины? Извините, вообще, в отпуск я вообще не хочу, извините.
Как вы относитесь к тому, что Чехия поставляет в Украину, в том числе и гуманитарное обеспечение? Не хочу говорить об этом немножко. Если это несерьезно с вашей стороны вообще. А что вы знаете о деятельности фонда «Свободная Якутия»? Тем временем в республике продолжается работа по реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. Социальный фонд России предоставляет специальные меры поддержки, ну а в республиканских реабилитационных центрах бойцы и члены их семей получают всю необходимую помощь. О том, как проходит этот процесс, расскажет Диана Антонова. Справиться с физическими и психологическими травмами и влиться в повседневную жизнь после пребывания на поле боя – задача не из простых. Комплексную помощь военнослужащим и их близким предоставляет Республиканский социально-оздоровительный центр реабилитации имени Степанова. Лечением у нас проводится мультидисциплинарная бригада. Это у нас врачи, психологи, логопеды, эрготерапевты, инструкторы ЛФК, медицинский массаж. На сегодня у нас прошли 567 участников спецвоенной операции и 565 членов их семей. Работают психологи и логопеды. Проводятся сеансы эрготерапии и занятия физкультурой. Выполняется аппаратный ручной массаж. В настоящее время восстановительное лечение здесь проходит 10 участников специальной военной операции и 11 членов их семей. Прохожу психологическую помощь, прохожу лечебную гимнастику, также прохожу физиотерапию, то есть током, потому что у меня нога немевает. Заметные есть улучшения, то есть более как-то активнее стал. Сюда я поступил, когда я вообще, можно сказать, как старый дедушка, там был скрюченный. Сейчас уже более-менее уже могу быстрее передвигаться. Конечно, да, без трости никуда еще. Сами понимаете, такая травма. Но уже есть улучшение. Отдельное внимание уделяют психологическому здоровью пациентов. Специалисты работают с бойцами по персонально составленному плану. Их родственникам помогают справляться с эмоциональными нагрузками и переживаниями. Проводятся как индивидуальные, так и групповые консультации и занятия. Вы медленно идете по тропинке, идете на поляну. А на поляне стоит дом вашей мечты. С участниками СВО, так скажем, да, вот алгоритм действий у каждого специалиста свой. Да. У нас, во-первых, они проходят диагностику. То есть эмоционально, как человек себя чувствует. Да. Мы работаем именно на успокоение, да, на вот релаксацию, на арт-терапию, на музыкотерапию направляются. То есть индивидуально прорабатывается их эмоциональный уровень. За эти 18 дней прям чувствуется прогресс. Он уже успокаивается, у него уже есть цели, да, дальше чем заниматься. Ветеранам боевых действий реабилитацию можно пройти и вне республики, причем абсолютно бесплатно. Социальный фонд России предоставляет направления в 12 городов страны. С начала 2026 года оплачивается не только само лечение, но и проездные билеты до центров фонда и обратно. Якутяне, участники специальной военной операции, уже проходят санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в центрах реабилитации СФР, таких как Кристалл, Тараскуль, Омский, Топаз и Ключи. Таким образом, в республике продолжается активная работа по обеспечению медицинской реабилитации участников СВО и их семей. Благодаря работе специалистов они учатся вновь жить в спокойствии и строить планы на будущее, что является залогом успешной реабилитации. Диана Антонова, Нюргун Старостин, Якутск. К другим темам. Дан старт отбору на 5-й поток программы «Муравьев-Амурский-2030». Она готовит кадры для госслужбы институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Одна из главных целей программы – подготовить новое поколение управленцев. Участников ждет бесплатное обучение с последующим трудоустройством на госслужбе в одном из регионов Дальнего Востока или Арктики. Предусмотрена и международная стажировка в Китае. Курсантами могут стать россияне с высшим образованием в возрасте от 21 до 35 лет с опытом работы по специальности не менее 2 лет. Регистрация на новый поток проходит через сайт «Муравьев-Амурский-2030». Прием заявок продлится до 16 марта этого года. В 5-м потоке программы предусмотрено до 65 мест. А прямо сейчас на 4-м потоке программы обучение проходит 5 якутян. Дальний Восток и Арктика – это в первую очередь дело молодых, это в первую очередь дело амбициозных, те, которые видят в этом будущее, те, которые реагируют на масштаб задач. Если есть одно словосочетание, почему людям нужно идти работать и связывать свою судьбу с Дальним Востоком и Арктикой, то это словосочетание «масштаб задач».
В рамках нашей образовательной части программы в течение года курсанты вырабатывают те решения, которые затем на выпускном модуле представляют на суд нашему наставнику Алексею Олеговичу Чекункову, губернаторам, а затем результаты выработанных решений переезжают в регион для уже внедрения этих решений и достижения первых результатов работы. В Якутии традиционно состоялось январское совещание работников образования. Ключевой повесткой этого года стало формирование профессиональных кадров для различных отраслей, в особенности подготовка высококвалифицированных педагогов. Подробности о прошедшем совещании в сюжете Тимура Колмогорова. Якутия за последние годы добилась значительных успехов в сфере образования. Регион по итогам 2025 года занял 21 место по сдаче итоговой аттестации и 24 по участию во всероссийских олимпиадах. Глава республики отметил, что таких результатов не было бы без учителей и преподавателей. Конечно же, я считаю также необходимым расширять деятельность учебного центра на базе Института по развитию образования и повышения квалификации. За 2 года педагоги центра дистанционно подготовили к ЕГЭ более 4000 учащихся из разных районов. Эффективность подготовки, вот я специально цифры смотрел, она впечатляет. У нас прирост результатов по этим детям по профильной математике превысил 70%, по физике 53%. В Якутии на сегодняшний день работает более 30 тысяч педагогов. Тем не менее, присутствует нехватка в более чем 1500 учителей. Для решения данной задачи в школах республики открылось более 100 педагогических классов. А для помощи молодым педагогам был создан цифровой ассистент, к которому уже подключились более 1200 работников. Здесь у нас есть очень много ресурсов и региональных наших, и федерального уровня. Более того, мы апробировали в прошлом году, в этом году уже начали реализацию проекта по цифровому помощнику наших педагогов. Более того, в этом году мы приступили к апробации в 12 школах проекта «Сетевой учитель» благодаря поддержке издательства «Просвещение». В школах Якутии повсеместно открываются профильные классы, где обучают будущих медиков, промышленников, программистов, педагогов и многих других. Сейчас их открыто более 300. Для подготовки новых кадров у нас есть очень сильно, в нашем Сунтарском улусе работает наставничество очень сильно. В Сунтарском улусе есть очень много профилированных классов. Это у нас есть, например, педкласс, педагогический класс. Каждый год мы проводим, как Ассоциация молодых педагогов, проводим агитации, чтобы наши ученики, скажем так, пошли по нашим стопам. Кроме того, идет рост количества поступающих на среднее профессиональное образование. По России число школьников, поступающих на СПО, составляет 62%. В Якутии же это число выросло до 25%, что повышает необходимость в расширении числа мест и развитии специальных образовательных программ. 25-й год ознаменован тем, что в Республике Саха-Якутия открылся кластер профессионалитета педагогика по новым технологиям профессионалитет. В 2025 году мы приняли более 500 студентов по новым образовательным программам. Конечно, созданы все условия, 9 зон организованы на базе Якутского педагогического колледжа. Это оборудование, инструменты, методички. Все соответствуют именно подготовке высококвалифицированных специалистов. Молодые педагоги получают большую поддержку от правительства России и республики, работая по программе «Земский учитель» в селах, а также в арктических и северных районах. А с этого года в Якутии ввели новый закон, вместе с которым молодым учителям будет оказана денежная поддержка. С 1 января будет реализован новый закон республики, касающийся некоторых мер повышения статуса педагогических работников. Например, там увеличена выплата педагогам молодым. Если прибывают сельские образовательные организации, 200 тысяч будет получать молодой специалист единовременной выплаты. Такого нет в других регионах. В городских школах 100 тысяч. Январское совещание стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере образования, а также местом встречи множества учителей с разным опытом. Итогом встречи стали новые цели и задачи в повсеместном развитии образования в Якутии. Тимур Колмогоров, Элита Махно, Якутск.
Также в Якутске стартовал республиканский методический триатлон «Педагогические Альпы». Участники – молодые педагоги профессиональных образовательных заведений. По итогам удаленного отборочного этапа из 26 команд в финал прошли 8. Первый день конкурса – знакомство участников. Всем здравствуйте, меня зовут Кирилл. Эпитет пусть будет классный. Классный, классный. Меня зовут Карина, я буду крутой. Крутой. Так, смущаясь, педагоги-конкуренты начали общение на тренинге по сплочению и приобретению коммуникативных навыков. Лектор Евдокия Устроева, кандидат психологических наук, задавала участникам различные задания. Например, поставить мини-сценку на актуальные темы абитуриентов. Что? Смотри, какое кольцо. Ничего, что мне 16 лет, я хочу выйти замуж, родить детей, жить счастливую жизнь. Или выполнить общее групповое задание, при этом объясниться друг с другом, не используя устную речь. По итогу тренинг действительно сплотил молодых педагогов. Хорошо, что включили такие тренинги, чтобы раскрепоститься, чтобы раскрыть себя. И вот перед коллегами, да, когда мы завтра будем уже представлять, например, уроки, внеурочные, чтобы мы их не соревновались, а как бы дружески, например, поддерживали друг друга, давали какие-то советы. Участникам предстоит продемонстрировать профессиональные навыки, проведя уроки и пары студентам профессиональных заведений. Конкурс включает 3 задания. Это проведение урока, внеклассного кураторского часа и проектная мастерская, где они будут разрабатывать свои проекты по развитию системы профессионального образования в регионе. Лично я провожу внеклассное мероприятие. Мой кураторский час будет посвящен тематике людей с ограниченными возможностями здоровья, которые внесли значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Я очень надеюсь, что студентам Якутского технологического техникума сервиса понравится моя тема, и они в дальнейшем захотят ее больше и углубленнее изучать. Задача конкурса – поддержка и укрепление профессиональных компетенций педагогов, стимулирование их личностного роста и повышение методического мастерства. Триатлон проходит в 12-й раз, и уже можно отследить плоды мероприятий. Допустим, в 2023 году у нас педагогические Альпы проходили в Сунтарском технологическом колледже, и мне очень понравилось внеклассное мероприятие, которое проводил педагог из транспортного техникума. Он показал нам, как психологически можно расслабиться перед уроком, да, как избавиться от волнения. И вот эту вот технологию я сейчас применяю к своим студентам. Момент, за который команды борются особенно трепетно, это то, что в учебном заведении абсолютного победителя будут проводиться педагогические Альпы следующего года. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Общественная палата Якутии и региональное отделение Ассамблеи народов России закрепят сотрудничество официальным соглашением в феврале 2026-го. Совместная работа станет частью масштабной программы Года единства народов России, объявленного Владимиром Путиным, и будет направлена на сохранение культурного многообразия и сплочение общества. Ключевым событием в этом направлении также станет гражданский форум в Якутске, который соберет в июле более 2000 общественных организаций. Как подчеркнул глава республики Айсен Николаев, активное взаимодействие институтов гражданского общества позволит Якутии на собственном примере продемонстрировать единство многонационального народа страны. Этим голам позавидовали бы опытные футболисты. В Якутске стартовал региональный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч. Школьная лига». Участие в нем принимают 19 команд. И, как уверяют судьи, явных фаворитов при этом выделить нельзя. Поспорить с ними готова наш корреспондент Саргалана Неустроева. В зале детско-юношеской школы номер 4 кипят нешуточные страсти. Стартовал региональный этап кожаного мяча. При этом юные футболисты по накалу страстей и напористости ничем не отличаются от игроков высшего эшелона. На поле Махсоголовский цементник и команда из Мегино-Кангаласского района. Первые ведут с разгромным счетом 0-7 в пользу цементника. Играют жестко, если не агрессивно, но весьма эффективно. Все потому, что в голове у юных футболистов только холодный расчет. Во время игры, думаю, когда мяч ходит, они промышляют в своей голове какие-нибудь атаки, там, как можно заполучить мяч, как можно его отобрать, как надо открыться. И вот так вот. Мой любимый футболист – это, наверное, Роналду. Я беру с него пример. Он очень трудолюбивый. Я хочу стать как он.
Это Андрей Шарков. Он звезда сегодняшнего матча. Забил наибольшее количество очков. Футзалом Андрей занимается с 1 класса, почти 7 лет. Внушительно для юного возраста. Впрочем, и цели спортсмен ставит амбициозные. Планирую заниматься профессионально, хочу пробиться в большой футбол или в мини-футбол. Тренер команды Рустам Пудов не без гордости заявляет, их клуб всегда славился сильными футболистами. Все благодаря поддержке местного мецената и руководству не менее выдающихся спортсменов. Ведь и сам Пудов когда-то в составе юношеской сборной выиграл чемпионат России. Наши ребята с детства, с самого юного возраста занимаются именно футзалом. То есть мы занимаемся и в основном зале, и приезжаем поиграть в детскую футбольную лигу в Дасун, только для того, чтобы у ребят была какая-то футбольная практика. Наша подготовка именно футзальная, поэтому, я думаю, результат очевиден. Мы готовились лучше, и ребята очень старались, ждали эти соревнования, чтобы наконец сыграть на них. А вот главный судья соревнований Григорий Назаров не считает, что у состязаний есть фавориты. Здесь на каждую сильную команду найдется такая же. Так таковых фаворитов нет. Все команды равные, уровень высокий. Но мы надеемся, что наши победители регионального этапа достойно представят нашу республику на Дальнем Востоке. И будем надеяться, что выйдут на финальный этап. Всего за это право поборются больше 170 спортсменов. Лучше уже в феврале в составе сборной выступят против соперников из других регионов. Встречи пройдут в Южно-Сахалинске. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в эфире.